Тинчасен миссис Аланла. В этом видео я хочу поднять такую тему, которая уже довольно долгое время присутствует в моих публикациях, но ее пора бы озвучить уже и в открытую, на видео, чтобы могли ознакомиться все с этим наблюдением моим лично. Так вот, изучая наши, скажем, тексты различные, эпосы различные, я обнаружил, вообще исследуя наш язык, то, что слово «мингитау», оно относится не к одной горе, не к Эльбрусу одному, а ко всей территории, которая проходит между Черным и Каспийским морем, а точнее между Кара-Теңиз и Хазар-Теңиз. И эта территория называется Мингитау. Вот так называется Кавказ на нашем языке. А как же называется Эльбрус на нашем языке? Здесь я обнаружил два очень уверенных, скажем, названия, которые зафиксированы на множестве носителей. Одно из них Чаттау, второе из них это Аскар-Тау. Одно из них было зафиксировано на картах, второе из них сохранилось в кумыкском диалекте тюркского языка. Я думаю, это довольно-таки ценная информация для независимых исследователей. Я думаю, мы должны в своей деятельности называть все своими именами, а не так, как нам эти оккупанты навязывают. Мы же прекрасно помним, что даже современные топонимы, такие как Карачаевск, например, во время геноцида нашего народа, когда наш народ находился в изгнании, были переименованы в Клухори, там, Зугдиди и так далее. Вот. Поэтому давайте мы будем иметь свою базу, свои карты и делать, в общем, полностью свою систему во всех отраслях нашей жизни. Эсен күрешейк аланла.